Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В 1991 году была создана Торгово-промышленная палата республики как структура, объединяющая предпринимателей, защищающая интересы бизнеса и оказывающая содействие в развитии экономики региона, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему. Какой опыт накоплен за эти годы, как сейчас Торгово-промышленная палата помогает предпринимателям пережить пандемию и какие задачи ставит на ближайшую перспективу, поговорим с Мариной Богословской, президентом Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Марина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько за эти 30 лет изменились цели и задачи Торгово-промышленной палаты? Что было в приоритете тогда и сейчас? Торгово-промышленная палата и тогда, и сейчас – это прежде всего организация, структура, общественное объединение предпринимателей, основной целью которой является создание условий для развития бизнеса и всяческая поддержка предпринимателей в тяжелые времена, которые были и тогда, и сейчас. Вы общаетесь с представителями бизнеса от крупных компаний до микропредприятий. Какие настроения преобладают в предпринимательском сообществе? Вот за те годы, которые я сама занималась предпринимательством, более 20 лет, и сейчас, когда я являюсь общественным деятелем, я наблюдаю такую, знаете, исключительную самоорганизованность среди предпринимателей, как крупных, так и малых и средних предприятий. Бизнес не паникует. Потому что на долю предпринимателей, которые начинали свой бизнес в конце 90-х, пришлось достаточное количество тяжелых достаточно экономических ситуаций, кризисов. И люди не то чтобы научились справляться, они научились держаться, объединяться в этот период и вместе вырабатывать какие-то решения, которые помогают решать эти создавшиеся проблемы. А много ли предприятий закрылось в пандемию и какая помощь требуется тем, кто продолжает работать сейчас? Пандемия, конечно, отразилась на количестве предпринимателей и даже, я бы сказала, на качественном составе. Сказать, что предприятий стало намного меньше, наверное, нельзя, потому что закрываются ИП, ООО, но растет количество самозанятых граждан. То есть появляются новые инструменты, государство дает такую возможность людям не выходить из бизнеса окончательно, а просто поменять направление деятельности, форму собственности. Так что общее количество, если взять общее количество предпринимателей, их не стало намного меньше. Хотя, конечно, отток есть. Не все, выдерживают вот эти трудности. И, как я уже говорила, не то чтобы закрываются, просто переформатируют свою деятельность. А какую помощь сейчас Торгово-промышленная палата оказывает малому и среднему бизнесу? Традиционно Торгово-промышленная палата республики, она является частью системы торгово-промышленных палат Российской Федерации. И мы работаем как региональное отделение по некому стандарту деятельности. И каждый регион, каждая палата занимается экспертизой, сертификацией, обучающими программами, оказывает консультации предпринимателям по разным вопросам. Кроме этого, мы активно занимаемся конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельностью, что всегда интересно предпринимателям, потому что это такие площадки, на которых мы помогаем им продемонстрировать свои достижения, а также найти партнеров, покупателей, поставщиков. И это всегда большой отклик среди предпринимателей находит. Кроме этого, сейчас существует с 2018 года проект Торгово-промышленная палата Российской Федерации, этот проект, он осуществляется и реализуется под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Николаевича Катырина. Это развитие семейного бизнеса. Наша республика традиционно, мы привержены семейным ценностям, и поэтому этот проект нашел очень большой отклик среди наших предпринимателей. И начиная с 2018 года количество семейных предприятий пополняют наш реестр, который мы ведем при Торгово-промышленной палате. Мы помогаем предпринимателям принять участие в форумах федеральных. И уже в декабре, 22 декабря, более 20 семейных предпринимателей из нашей республики выезжает для участия в форуме федеральном по
развитию семейного предпринимательства. И я хочу сказать, что такая возможность у людей появилась благодаря объединению наших усилий с Министерством предпринимательства и с Центром «Мой бизнес», которые изыскали финансовые средства для того, чтобы поощрить победителей регионального конкурса семейных предприятий. И победители получили сертификаты, которые как раз вот они сейчас реализуют на покупку билетов, на проживание в Москве. И это будет большой праздник, где примет участие и Сергей Николаевич Катырин, Елена Николаевна Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, которая курирует это направление. Какие еще проекты реализует Торгово-промышленная палата? Торгово-промышленная палата занимается вот теми направлениями бизнеса, члены которого есть у нас, вот, составляют основу нашей палаты. То есть мы, конечно, прежде всего в формировании своих планов, в планировании своих дальнейших действий, мероприятий отталкиваемся от интересов и запросов членов торгово-промышленной палаты. Ну, это различные направления деятельности, и торгово-промышленная палата, как и бизнес в целом, это такой живой организм, да, и поэтому вызовы времени, новые проекты, это все, конечно, отражается на то, чем мы занимаемся. Ну, одно из новых направлений деятельности палаты, помимо того, что я уже перечисляла, это экспертиза, сертификация и так далее, мы еще сейчас курируем социальное предпринимательство. То есть вот с конца 2019 года в Торгово-промышленной палате создан комитет, всего у нас 13 комитетов отраслевых, и вот создан еще один комитет по развитию социального предпринимательства. При нем создана ассоциация социальных предпринимателей, люди объединились, и возникло понимание, что один в поле не воин, и у всех, собственно говоря, одинаковые проблемы. И объединившись вот на этой площадке ТПП, люди научились не только паниковать по поводу того, что возникла очередная проблема, но координировать свои действия, говорить о проблеме, искать совместно с Торгово-промышленной палатой пути решения. Ну вот, да, это одно из новых направлений деятельности. Торгово-промышленная палата – некий посредник между предпринимательским сообществом и властью. Много ли спорных моментов возникает и трудно ли примирять стороны? Ну да, вы правы, Торгово-промышленная палата – это такой коммуникатор между бизнесом и властью, и мы хорошо научились, овладели этими инструментами. По инициативе Торгово-промышленной палаты в этом году было подписано соглашение между крупнейшими общественными предпринимательскими объединениями, такими как вот, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России. И к нашему соглашению присоединился омбудсмен по защите прав предпринимателей Кычкина Альбина Егоровна. И вот такое четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. И это не просто бумага. Вот мы подписали соглашение в сентябре, и уже вот, собственно говоря, эта работа началась и раньше, но сейчас мы наиболее активно объединяем свои усилия для того, чтобы обсуждать проблемы и вносить консолидированные предложения. И теперь все наши предложения от бизнес-сообщества, которые поступают в органы исполнительной, законодательной власти, они все идут за подписью вот 3 крупнейших общественных объединений республики, стоящих на защите прав предпринимателей, и омбудсмена. А власть прислушивается к вашим предложениям и инициативам? Я бы сказала, что не то чтобы прислушивается, заинтересована в наших предложениях. Мы очень активно сотрудничаем с нашими депутатами и с органами исполнительной власти. И члены Торгово-промышленной палаты уже не первый год активно работают в общественных советах при министерствах и ведомствах, как муниципального, регионального плана, так и в федеральных органах. Члены Торгово-промышленной палаты Якутии также представлены. А как складываются отношения с другими институтами, защищающими интересы бизнеса? Ну, как я уже сказала, в этом году мы подписали, традиционно это были дружеские взаимоотношения. Например, я являюсь членом Якутского регионального отделения Деловой России с 2011 года. Вот. И среди членов Торгово-промышленной палаты также есть и представители Опоры России, Деловой России. Это нам никогда не мешало общаться, взаимодействовать. Ну а сейчас, вот, когда достаточно тяжелые в очередной раз времена для бизнеса настали, вот путем подписания соглашения мы объединили уже на такой документальной основе свои силы и движемся вперед рука об руку. А какие задачи стоят перед Торгово-промышленной палатой в ближайшем будущем?
Ну, задачи, опять-таки, повторюсь, да, они нам продиктованы нашей головной организацией. Это мы работаем в рамках стандарта торгово-промышленной палаты. Но жизнь меняется, и новые вызовы, новые какие-то появляются возможности, новые запросы со стороны бизнеса. Поэтому мы, конечно, вот руководствуясь вот всем, что я перечислила, выстраиваем свою дальнейшую работу. Но, кроме этого, на очередном втором съезде торгово-промышленной палаты, который прошел в ноябре прошлого года, были приняты основные направления деятельности торгово-промышленной палаты на 5 лет, до 2025 года. Поэтому мы руководствуемся вот этими основными направлениями деятельности. Ну и, соответственно, план работы уже зависит от текущего состояния дел и от текущих вызовов времени. Марина Олеговна, спасибо за беседу. Желаю успехов в вашей работе. А я напомню, о деятельности Торгово-промышленной палаты республики мы поговорили с Мариной Богословской, президентом Торгово-промышленной палаты республики Саха-Якутия.